Приветствую вас, мои дорогие раки, вы на канале Таро. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 4 по 10 марта. На круглой колоде мы с вами посмотрим 5 карт. Первая карта будет ваше настроение, и 4 карты будут сферы жизни. Любовь, работа, деньги и здоровье. Основные смотрим 4. Так, раки, период с 4 по 10 марта, прогноз на неделю. Покажите мне 5 карт подряд. Настроение раков, личную жизнь раков, работу, деньги и здоровье. Первая карта — ваше настроение, личная жизнь, работа, учеба, деньги, здоровье. Кубики. Покажите мне, пожалуйста, информацию для раков в период с 4 по 10 марта. Шестой дом показывает. Это дом здоровья, самочувствия. Поэтому посмотрим, эта карта подскажет, оно будет ухудшаться или наоборот улучшаться. Может быть, нужно максимально уделить внимание здоровью. Также шестой дом у нас отвечает за домашних питомцев. Если есть питомцы, то какие-то могут быть с ними взаимодействия. Это, может быть, появится питомец как вариант. Так, скорпиончики выпадают у вас. Максимально много общения со скорпионами будет. И планета Плутон. А Плутон — это у нас любитель все переворачивать с ног на голову. Поэтому, скорее всего, по Плутону произойдут какие-то неожиданности, какие-то сюрпризы. Также Плутон — это еще давление. Вы можете часто по Плутону либо мы испытываем давление на себе, либо мы очень сильно давим на кого-то. Но опять же, эта карта мне подскажет, есть это или нет. Поэтому, когда я открою карты, я увижу, как Плутон себя проявит и где. И тогда уже вам подскажу точнее. Смотрим настроение. Ага, ну это вы давите. Сразу могу сказать, королева мечей. Вот ваше состояние. То есть вы такие собранные, сдержанные, холодные, очень интеллектуально развитые на этой неделе. То есть очень сильно работает голова. Прям мозг включается на 300%. Расчетливые. Каждое решение принимается через голову, через анализ. Непредсказуемые. Мечевые люди, они непредсказуемы. То есть невозможно предугадать, что они сделают в следующий момент. То есть они постоянно выкидывают какой-то финт новый. И ты не можешь вот просчитать их действия. Поэтому вот вы будете такие непредсказуемые. Ну, безразличные, конечно, к другим. Безразличные. Знаете, это как кай с ледяным сердцем. Такой вот, вы не чувствуете боль другого человека, вы не понимаете, что делаете ему больно. Ну, вернее, может быть, понимаете, но вам как-то даже это безразлично. Вам все равно, что человеку больно. Я понимаю, что сейчас многие раки будут говорить: ой, да нет, я вообще не такая, это не про меня. Я не говорю, что это всегда так. Это на этой неделе такое состояние. А такое состояние бывает у всех, у нас периодически. Поэтому вот у вас настал такой период, когда у вас будет такое состояние. По королеве мечей. Так что вы такие опасные на этой неделе. В руках меч, лучше от вас держаться подальше. Особенно скорпионом. Скорпион своим жалом может пытаться ужалить, а вы этим мечом будете жало это пытаться отрубить. Ну, сейчас посмотрим, ладно, не буду придумывать. Смотрим личную жизнь. Что здесь? Ага, десятка жезлов. Тяжело тянуть, тяжело по десяточке жезлов. Эта карта показывает, что вы на себя дома на этой неделе, возможно, взвалите все. Почему? А потому что королева мечей, ну лучше меня никто не сделает. Ну вот как я могу кому-то что-то доверить, если вот только я могу сделать хорошо. И, соответственно, все взваливаю на себя. Беру это, никому ничего не доверяю. Ну, карта говорит, ну вот в какой-то момент вы можете под этим грузом-то и прогнуться, потому что нужно все-таки часть обязанностей перекладывать на других. Невозможно все утянуть самому, все эти жезлы. Так что здесь вот для вас предупреждение. Если вы не хотите проломиться под давлением этого груза, лучше все на себя не брать. Допустим, имеется в виду, вы занимаетесь и бытовыми вопросами, вы занимаетесь и ребенком, вы занимаетесь и зарабатыванием денег, и, то есть все на себя взваливаете. Поэтому здесь надо однозначно все эти задачи распределять между другими. А иначе это плохо закончится. Это может закончиться проблемой со здоровьем, шестой дом.
Это всегда проблемы со здоровьем потом. Если вы один или одна, то эта карта может показывать, например, давление, когда вся семья давит на вас. Ну, то, что вы там один или одна, у вас нет детей, и все вот прям нападают, говорят, ну когда, ну давай, ну что же ты. И здесь как бы вы можете давать очень жесткий отпор, поэтому лучше у вас ничего не спрашивать на этой неделе. Потому что карта показывает, прям чрезмерно давят на вас дома. Смотрим дальше. Работа. На работе что? Ага, на работе девятка мечей. На работе карта показывает, у вас будут переживания, страхи за что-то. Что-то может вас напугать на работе. Также, смотрите, часто это бывает, карта выпадает, знаете, когда какое-то важное событие должно произойти. Ну, допустим, проверка приезжает, серьезный разговор с начальником, или вы знаете, что придет клиент, который там постоянно вам всю душу вымотает, пока там что-то закажет или купит. То есть вы уже знаете, что вот эта ситуация приближается. Поэтому карта показывает, я переживаю, я волнуюсь, я боюсь, у меня эта тревога, которая не дает мне спокойно жить. Так что, возможно, какое-то такое событие приближается, и это вызывает у вас такой прям страх. Иногда карта, конечно, показывает, что вы раздуваете, все не так страшно, не надо так этого всего бояться, все пройдет хорошо. Но тут бесполезно даже говорить. У вас просто еще, видите, и состояние выпадает мечевое. Вы все как бы раздуваете, ветер, стихия воздух, раздувается все. Так что вот так. Из маленькой какой-то песчинки, да, вот может быть целая буря какая-то. К сожалению, ну вот видите, карта показывает, что на работе у вас какие-то переживания. Если вы ищете работу, то это может быть ваши переживания по поводу того, что вы не можете найти, вас не берут. Вы ходите на собеседование, вас там не приглашают потом после этих собеседований. И карта говорит, я просто уже отчаялся. Это карта отчаяния, когда у человека опускаются руки, и он уже не знает, что делать. Уже все. Такое состояние, приближенное к депрессии. Вы можете даже вот не спать ночами на этой неделе, можете заметить, бессонница будет. Опять же, с этим надо бороться совсем, понимаете, так нельзя. Так нельзя все на себя взваливать. Дома все на себя взвалили, на работе какие-то проблемы, тоже вот все это крутится, все это накладывается одно на другое. И, конечно, это может быть потом проблемы со здоровьем. Королева мечей, кстати, тоже может показывать проблемы со здоровьем. Ну, надо до этой карты дойти. Смотрим деньги. Угу, тоже, видите, недовольные. Вообще, вам скажу, вот этот период, 4 по 10 марта, какой-то он депрессивный. Вот вы 4-й знак, ну, конечно, это еще не 12, но тем не менее, 4-й знак, идут вот такие карты, показывающие, что люди находятся в каком-то глубоком состоянии неудовлетворения, раздражения, упадка духа. Вот упадок духа практически у большинства, наверное, будет такое состояние какое-то. 4 кубков, значит, смотрите, что здесь. В принципе, все хорошо. 4 показывает, что с финансами все стабильно. У вас не ухудшаются, не уменьшаются деньги, но и не увеличиваются. Поэтому так. Хотя эта карта иногда показывает, что есть шанс увеличения дохода, но вы его не заметите, что самое интересное на этой неделе. Как-то вот вы не обратите внимания на эту возможность, она просто пройдет мимо вас. Поэтому все останется как было, ни хуже, ни лучше на этой неделе по финансам. Ну и самое главное, здоровье. Меня интересует, что здесь. 3 пентаклей. Ну, кстати, по здоровью выпала карта неплохая. Она, наоборот, показывает работу над здоровьем. То есть, скорее всего, что вы решите заняться собой. Решите разобраться со всеми своими болячками, которые, возможно, у вас долгое время уже дают о себе знать, а вы как все время откладывали на потом. И вот карта говорит, это потом наступило. Самое время сейчас заняться здоровьем, вкладывать деньги в свое здоровье. 3 пентаклей – это еще деньги. Строить себя, выстраивать себя по кирпичикам, восстанавливать. Так что
И троечка даст хороший результат. Это карта роста, быстрого результата. То есть, если вы начнете заниматься собой, то это карта продуктивности. Вы быстро будете получать результат. Поэтому я советую, что если у вас есть какие-то симптомы, если у вас что-то болит, беспокоит, то однозначно вы должны это время посвятить, бросить вот эти домашние дела, которые вы на себя взвалили, бросить их. Перестать беспокоиться за работу, там конца света там не будет без вас, даже если вы там какое-то время не будете уделять ей внимания, мир не остановится, точно. И заняться вот прям собой, заняться здоровьем, карты говорят. Поэтому здесь вот такая история для вас. Сейчас смотрю, значит, что по совету. Королеву не считаем, десятка, плюс девятка, плюс четверка и плюс тройка. 26, 2 плюс 6 это у нас 8-й старший аркан выпадает как совет, это аркан справедливости. Карта говорит, что на этой неделе вы получаете ровно то, что заслужили. Вот ровно то, все ваши предыдущие действия привели вас к этому результату. Поэтому вот эта десятка жезлов, это все из-за вас, из-за того, что вы в какой-то момент не сказали стоп и все брали на себя. Девятка мечей, то же самое, где-то была ошибка, и теперь эта ошибка привела к вот этим переживаниям, слезам тоже. То есть как бы карта говорит, вам просто придется расплачиваться за какие-то ошибки прошлого на этой неделе. И нужно вот правильно сделать правильные выводы и больше эти ошибки не повторять. И также очень важно на этой неделе тоже все делать правильно, все делать по законам Вселенной, не нарушать эти законы. Потому что когда мы их нарушаем, мы потом за это несем ответственность. Поэтому вот так. Очень важно, знаете как, не брать чужое. Очень важно, это самый главный закон, но и не брать на себя лишнее, да, вот как по десятке жезлов. То есть, когда бывают крайности, то все чужое забирает себе, а кто-то другой, наоборот, все как бы взваливает на себя и берет чужое, а не должен брать, а должен оставлять там. Поэтому тут нельзя вот эти перекосы, чтобы были. Должен быть во всем баланс, во всем должен быть всегда баланс, и тогда все будет хорошо. А вы, возможно, за какую-то свою ответственность все пытаетесь сами, а потом вот, пожалуйста, результат вот такой. Так что по карте справедливости придется расплачиваться за свои какие-то действия в прошлом. Плюс, опять же, не забываем, приближается у нас коридор затмений. С 25 марта, то есть это уже получится там через 2 недели, будет коридор затмения. Это как раз тоже коридор, когда все вот эти кармические долги, ошибки, все это начинает включаться очень сильно. Плюс не забываем 8-й год у нас, 8-й год справедливости, так же, как и аркан, поэтому, как совет ваш. Поэтому в коридоры именно затмений, в эти, которые будут в этом году, 2 коридора, очень сильно будет работать система. И оно вот уже начнет работать с начала марта, начнет все это включаться. Поэтому вот, пожалуйста, что-то, видимо, вы делали не то и не так. И теперь за это придется переворачиваться. То есть по Плутону ваша жизнь, она может переворачиваться. Что-то будет заканчиваться, что-то другое начинаться. Потому что, смотрите, десятка и девятка. Десятка и девятка всегда показывают, что какие-то процессы подходят к завершению. Если у нас идет единичка, двойка, тройка, это только все начинается. Там пятерка, шестерка, семерка, мы в середине процесса. А восьмерка, девятка и десятка, особенно девятка и десятка, показывают, что что-то уже заканчивается в вашей жизни. И приближаются перемены. Я думаю, что это личная жизнь, там однозначно что-то поменяется, и на работе тоже может что-то поменяться в ближайшее время. Поэтому вот так. Ну, конечно, самое главное начать со здоровья. Здоровье – это первостепенное, а потом уже все остальное. Благодарю за внимание, раки. Жду вас на своих новых видео.